Бывший зампредседателя таможни Раймбек Матраимов готов возместить ущерб в 2 миллиарда сомов, причиненный государству. Его подозревают в коррупции в таможенных органах и сейчас определяют меру пресечения. Об этом сообщили в ГКМБ. Уже начали возвращать государству деньги от коррупционеров, сообщил на своей странице в Facebook сам председатель силового ведомства. И такой метод будет продолжаться, заявил он. Прошло 3 дня, как я официально вышел на работу. За 3 дня мы смогли изъять 2 миллиарда сомов. В ходе следствия будут изъяты еще. Начали возвращать государству деньги от коррупционеров. Это только начало работы. У нас имеется список лиц, с которых мы в полной мере потребуем возмещения денег. Ни один сотрудник во время операции не возьмет себе ни сома взятки. Все деньги будут на счету государства. Я лично слежу за выполнением операции. Прошу вас не беспокоиться. Мы не просто заставим коррупционеров выплатить ущерб, но далее пресечем все попытки продолжения преступления. Его заявление поддержали общественные деятели. Так, депутат 5-го созыва Джогурку Кенеша Эсенгул Исаков не сомневается в том, что будет идти настоящая борьба с коррупцией. Сейчас Ташиев ставит большие цели. Будет ли все по маслу, покажет время. Коррупция не исчезнет, но уровень ее снизится точно. На сегодняшний день любое правительство или там руководители государства, придя во власть, говорят, что мы будем честными, все перед законами равны, но на деле такого не получается. Я пока с надеждой верю Садыру Джапарову, вместе с ним команда его, Ташиев, да, говорят сегодня, что мы будем на законном основании преследовать тех людей или тех чиновников, которые принесли огромный ущерб нашему бюджету, государству. Это будет уроком для других, если мы будем это действовать. Но если он совершил, подозревается в совершении, тогда можно его отпустить под подписку о невыезде, ограничить его там выезды за границу и так далее. Коррупция – это особо тяжкое преступление, за которое даже необходимо ввести пожизненное заключение свободы. А иначе преступники будут избегать наказания. Коррупция – это тяжелое преступление. Рост экономики не зависит от денег, поступающих от задержанных. Это неправильно. Нужно сажать их в тюрьмы. А даже пожизненно, и ущерб они должны восстановить. Вот тогда каждый чиновник перед тем, как совершать такое преступление, будет помнить об этом. Наказание должно быть тяжелым. Большинство госорганов замешаны в коррупции. И выражать благодарность по нынешнему задержанию пока рано, считает генеральный секретарь антикоррупционного делового совета Кыргызстана Нурипа Муканова. Это сигнал в борьбе против коррупции, но война с ней не будет легкой. Что касается именно коррупции, вот санкция на коррупцию одна из самых тяжелых, да? С другой стороны, мы транслируем миру, что мы идем по пути декриминализации. То есть не обязательно за все сажать в тюрьму. Да? Есть другие какие-то способы, есть другие какие-то подходы. Но если, допустим, дать возможность коррупционерам возвратить какую-то часть из того, что они забрали у народа, у бюджета, да, и не сажать их в тюрьму, то здесь будет очень мягкая санкция. Ранее спецслужба сообщила, что по материалам антикоррупционной службы возбуждено уже дело. В ближайший круг бывшего замглавы Гостаможенной службы Раима Матраимова входило около 40 человек. Возобновляется деятельность АКС ГКМБ, которую экс-президент Джейнбеков перед уходом ликвидировал. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Садыр Джапаров. Элиза Балбакова, Калыс Сакибаев, Нью ТВ.